Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о трагедии, произошедшей ранним утром на улице Кулахметова. Потом слышу, кто-то разговаривает, выглянула, а она лежит. 6-летняя девочка разбилась, упав с 7-го этажа. Устроил аварию и попытался скрыться. Кто виноват в аварии? Виноват. Подробности ДТП с нетрезвым водителем на улице Песочная. Уверял, что закон не нарушал. Показался подозрительным. Все. Вы ничего не нарушали? Нет. Что прятал от полицейских молодой человек на улице Абсалямова. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. 6-летняя девочка погибла в результате падения 7-го этажа. Трагедия произошла ранним утром на улице Кулахметова. По версии следствия, она подошла к открытому окну, после чего упала вниз. Взрослых на момент трагедии в квартире не было. Айрат Назипов поговорил с соседями и узнал подробности. Я не слышала ничего, как потом слышу, кто-то разговаривает, выглянула, а она лежит. Как говорят соседи, все произошло в районе 6 часов утра. Никто даже не понял, что произошло. Один из немногочисленных прохожих, кто увидел ребенка на земле, поспешил вызвать карету скорой помощи. Я стукала, чтобы она Откуда? не отошла. К моменту приезда медиков 6-летняя девочка была еще жива. Он сказал, что она дышит. К несчастью, девочка скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Как установили следователи, ребенок выпал из окна 7-го этажа. При этом на тот момент в квартире никого из взрослых не было. В настоящий момент установлено, что девочка гостила у бабушки, при этом с утра женщина ушла на работу, оставив девочку спящей. Сейчас по данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Айрат Назипов, Игорь Романов, «Вызов 112». Пожилую женщину спасли от гибели пожарные в Нурлате. В однокомнатной квартире на 2-м этаже дома по улице Ленина загорелась мебель. Хозяина не было, но в соседней квартире оставалась 81-летняя женщина. Из-за сильного задымления ее вывели на улицу в маске дыхательного аппарата на сжатом воздухе. Она не пострадала. Предварительной причиной пожара стала неисправность электроприборов. 2 поджигателей сухой травы установили сотрудники Госпожнадзора в Татарстане. Выявить очаги возгорания удалось с помощью системы космического мониторинга. Первый случай произошел в Чистопольском районе. Горела трава на площади 100 квадратных метров. Виновника возгорания удалось быстро установить. Житель села Александровка был привлечен к административной ответственности. Второй очаг обнаружили в Бавлах. Огонь охватил камыш на площади 900 квадратных метров. 27-летний местный житель сжег мусор и сухую траву, убранную со своего участка. Из-за ветра огонь перекинулся на камыш. На мужчину также возбудили дело об административном правонарушении. Снес автомобиль и попытался скрыться, но неудачно. Нетрезвый водитель автомобиля Kia Rio протаранил Toyota RAV4 на улице Песочной. Не желая отвечать за произошедшее, предполагаемый виновник аварии нажал на педаль газа. Что было дальше, знает Нафиса Минязова. RAV4 ехала прямо. Сзади на огромной скорости Kia Rio уехала. Друзья автоледи, приехавшие поддержать свою подругу, рассказали, девушка за рулем Toyota RAV4 ехала на невысокой скорости. А поскольку машин было много и все останавливались, чтобы показать автоинспекторам СМС-разрешение или справки с работы. Вскоре ее автомобиль сзади протаранила Kia Rio. Он уехал, потом его догнали. А кто догнал? Очевидец? А сотрудники, то есть, да? С автоматом. Скрывающегося автомобилиста догнали даже не на машине. Увидев людей в форме, он понял, что шутить они не намерены и бежать дальше смысла нет. Кто виноват в аварии? Виноват. Нет, меня здесь еще не было, когда Я не хочу, чтобы снимал. Почему он пытался скрыться, было видно невооруженным глазом. Вы сегодня выпивали? Нет. Это ваш результат 452. Вот здесь выпись надо будет поставить. Автомобиль нетрезвого водителя отправили на штрафстоянку, а ему самому придется заплатить штраф 30 000 рублей. И в ближайшие годы на законных основаниях за руль он не сядет. Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, «Вызов 112». «Лада» 14 модели и Volkswagen Tiguan столкнулись днем на пересечении улиц Астрономическая и Профсоюзная. После удара иномарка вылетела с дороги и въехала в стену. По предварительным данным, немецкий автомобиль двигался по улице Астрономическая. При этом у автоледи была главная дорога и, соответственно, приоритет в движении. Второй участник аварии об этом знал. Водитель «Лады» заявил, что убедился в отсутствии машины и уже выехал на перекресток, но его застали врасплох. Говорит, что у автоледи была очень высокая скорость. Как думаете, она виновата, что ли, или кто? Ну как?
Она же едет, у меня машина уже на половине дороги, она же едет, она просто очень быстро ехала. Она могла притормозить, как бы не было здесь, правильно? Ездил на автомобиле, не имея прав. 19-летнего водителя «Лады» 14-й модели остановили инспекторы на улице Абсалямова. При проверке документов выяснилось, что молодой человек управлял автомобилем не только не имея водительских прав, но и ездил на машине, хозяин которой умер несколько лет назад. Вероника Гайнудинова с подробностями. Говорят, якобы прав у него нет. Это правда, нет? Возможно. Пассажирка, катавшаяся по ночному городу вместе со своим другом, прояснить картину не смогла. Водитель же «Лады» спешно звонил своим знакомым, чтобы прояснить ситуацию. Оказалось, что он никогда не получал водительского удостоверения, а автомобиль не был на него зарегистрирован. Я не хочу просто давать какую-нибудь правду, рассказывать, зачем. Я не составлял, просто мне сказали, что человек на свете. Но вы же сами видите, что машина. Вас не смутило? Собственно, 6 лет назад умер. Откуда молодой человек взял машину, вопрос открытый. Ее собственника нет в живых уже 6 лет. Для дальнейшего разбирательства обоих молодых людей доставили в отдел полиции. Вероника Гайнудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. До 5 лет лишения свободы грозит 26-летнему казанцу за угрозу убийством фельдшеру скорой помощи. По материалам дела, в марте этого года мужчина находился на улице в сильном алкогольном опьянении. Очевидцы вызвали ему скорую. Прибывшие на место медики решили госпитализировать нетрезвого казанца, но тот начал проявлять агрессию и, угрожая фельдшеру убийством, начал ее душить. Пострадавшая обратилась в полицию. Уголовное дело по статье «Угроза убийством» в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности передано в суд. По подозрению в незаконном обороте наркотиков полицейские Казани задержали 39-летнюю местную жительницу. В ходе личного досмотра у женщины изъяли телефон, в котором оперативники нашли фотографии с подробными координатами мест закладок запрещенных веществ. Позже на улице 12-я Кадышевская стражи порядка обнаружили и изъяли пакет, обмотанный несколькими слоями изоленты, где находилось 20 свертков с порошкообразным веществом. То, что это наркотик мефедрон массой чуть меньше 20 граммов, позже установила экспертиза. В отношении женщины возбудили уголовное дело. На время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде. Увидел стражей порядка и пустился в бега. На улице Абсалямова полицейские задержали молодого человека. Он уверял, что никаких законов не нарушал, но люди в форме не поверили и решили его досмотреть. Как оказалось, не зря. Матвей Опросин продолжит. Показался подозрительным. Все. Вы ничего не нарушали? Нет. Перед законом чист и никогда ничего не нарушал. Такой версии придерживался задержанный молодой человек. Вот только объяснить, почему на него надели наручники, не смог. В гости домой возвращался. Я отказываюсь от дальнейших разговоров. Все, спасибо большое. По рассказам очевидцев, молодой человек при виде патрульной машины попытался убежать. Попытка оказалась провальной, и его задержали. А чтобы он опять не убежал, надели наручники. В ходе личного досмотра в кармане обнаружили сверток с подозрительным веществом. Его изъяли и отправили на экспертизу. Сам парень согласился пройти медосвидетельствование на наличие наркотических средств в его крови. В больнице с высокой долей вероятности в отношении задержанного могут возбудить уголовное дело. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. В Татарстане благодаря вмешательству прокуратуры работникам предприятия выплатили больше 10 миллионов рублей долга по зарплате. Выяснилось, что сотрудники не получали денег 3 месяца. Всего заработной платы с декабря прошлого по февраль нынешнего года не досчитались 229 человек. В отношении генерального директора предприятия возбуждено административное дело по статье «Невыплата заработной платы лицом», которое ранее уже подвергалось административному наказанию за аналогичное правонарушение. Кроме того, прокуратура внесла в адрес руководства представление с требованием устранить нарушение закона и наказать виновных должностных лиц. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.